Здравствуйте, господин Ахмед. Здравствуйте, Ливан, здравствуйте. Огромное спасибо за интервью. Господин Ахмед, конечно же, интервью с вами начну с вопроса о войне, которая уже месяц с лишним как продолжается в Украине. Война, которую начал Владимир Путин и целью которого была за несколько дней оккупировать всю Украину. Какова же сегодняшняя цель Путина в Украине и какие действия можно ожидать от Кремля? Он отступит? Так, добрый вечер еще раз. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей. Вопрос, который вы поставили, на него нету так прямого ответа. Скажу почему. Потому что то, как Путин обозначил начало Третьей мировой войны и начало войны против Украины, он это назвал спецоперацией. И в этом духе он и будет вести и дальше эту войну. Мне кажется, у Путина нет ни малейшего шанса изменить свою стратегию в вопросе завоевания Украины, подчинения Украины. Потому что то, что произошло за этот месяц, не оставляет ему другого шанса. Если бы все пошло бы по его плану и по тому, как они наметили, если бы они в течение недели оккупировали всю страну и российскую армию в Украине, в частности и в Восточной Украине, и даже в Киеве, если бы их встречали с хлебом, солью и цветами, Путин был бы победителем, и он продолжал бы вот такого плана операции по восстановлению Советского Союза. Но ожесточенное сопротивление украинцев и очень жесткая реакция международного сообщества на его агрессию сегодня ставит его в положение, что у него другого шанса, кроме как продолжать войну и постараться победить в этой войне, просто другого шанса нет. Потому что он будет исходить из принципа «победителей не судят». А то, что они уже натворили в Украине, уже все международные институты и правозащитные организации, и политические институты, и международные организации, они назвали это ничем иным, как преступлением против человечности. И в этой ситуации Путин понимает, остановка боевых действий или остановка войны в Украине, не завершив его, как он и определил, не закончив демилитаризацию и денацификацию Украины, он не может уйти от ответственности. То есть для него остался один вариант – это победить. Или же продолжить войну до победного конца, менять стратегию, менять тактику, но стратегию сохраняя стратегию и тем самым подыгрывая самым таким низменным инстинктом российского общества, которого они оболванили за эти 20 лет, и они верят во все, во что говорит путинский телевизор. Другого мышления у этого народа нет. Они верят только тому, что они слышат от Соловьева и прочих Соловьевых, которые ведут путинскую пропаганду и вели почти эти 20 лет. Дело в том, что на ментальном уровне российское так называемое общество, они готовы к тому, что сегодня российские войска делают. Потому что их подготовили в течение еще 28 лет назад. Это начало военных действий в Чечне. 2 военные кампании, 2 войны. И все, что там происходило, оно представлялось российским
российскому обывателю, как освобождение чеченцев от международных террористов, они к этому уже привыкли, и эту пилюлю они принимают очень хорошо, и Путин это знает. И все методы, которые он отработал в Чечне, сегодня он их распространяет и на российское, и на Россию, и на соседние государства. И в военном отношении эти же методы применяются сегодня. Они применялись и в Грузии, в Абхазии, Южной Осетии. В последующем они применялись в 2014 году в ЛНР, ДНР и Крым. И сегодня он использует именно эти же методы. Ничего нового он не придумал для такой страшной войны, которую он затеял. Потому что он уверовал в то, что вот та пропагандистская подготовка, которую они провели в самой России, она очень эффективна. Также хочу спросить, в одной из интервью вы отмечали, что пока есть Путин, война в Украине не закончится. При этом, говоря о Путине, вы отметили, что четко нужно понимать ситуацию. Путин это персонифицировано, то есть не нужно персонифицировать. Зло всей Российской империи и российского общества, это да, Путин, но при этом говорите, что персонифицировать не нужно. Хочу спросить, что имеете в виду, когда говорите, пока есть Путин? Пока он во власти или что? И если не нужно персонифицировать, тогда какой смысл, кто будет у власти в России? Так, да, я сказал о том, что Путин пришел на волне войны, на волне террористических актов. Это я хочу просто напомнить нашим зрителям, взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Это теракты той спецслужбы, которую возглавлял Путин. И действительно, у меня есть неопровержимые доказательства, еще бытность, когда был еще живой Александр Литвиненко, он делился со мной кое-какой информацией. Именно бытность директором ФСБ Путина были подготовлены эти взрывы, эти теракты. Потому что для проведения такого масштаба и такие террористические акты по всей стране, на это нужно было, конечно, время. А то, что они пытались это списать на чеченцев, то есть на Шамиля Басаева, на Хатаба, то, что после проигрыша в Дагестане они, мол, организовали вот эти теракты. За месяц, за 2 недели, за 3 недели такого плана, такого рода теракты организовать невозможно. Путин их организовал, Путин их подготовил. И Путина поймали на самом деле за руку, не ФСБшников поймали, а Путина поймали за руку в Рязани. То есть я это сейчас напоминаю, чтобы было понятно. Путин убил собственных граждан в своей стране для достижения их политических целей. И вот это нам нужно помнить всегда, что он ни перед чем не остановится. Ни перед чеченскими жертвами, ни перед грузинскими жертвами, ни перед украинскими жертвами для достижения своих политических целей. А политическая цель у Путина это одна. Он хочет остаться до конца своих дней у власти в Кремле. А относительно, что я имел в виду, когда говорил, что нельзя персонифицировать зло, я имел в виду, что трагедия или беда не только в том, что Путин такой кровожадный и такой диктатор. Проблема и беда в том, что он такой востребован российским обществом и российским государством, которое сегодня есть, которого мы знаем. Вот в этом проблема. Поэтому, убить человека, человека можно убить, человек может сам по своей, по обычным причинам, мы все, как говорится, смертные. Человек может умереть. Но вот менталитет вот этого общества, которому требуется жесткая рука не только для себя, но и для всего окружающего мира, чтобы их боялись. Вот это то, что сидит в сознании вот этой массы, которая называется русские. И этому
явлению очень четкое определение дал Джохар Дудаев, первый президент Чеченской республики Ичкерия, назвал вот этот шовинистический угар, который имеется в этом обществе, он назвал это русизмом. Полная бездуховность, безнравственность, жестокость неимоверная. И это все сегодня, вот этот русизм, он трансформировался в путинизм. В этом есть и положительное. Скажу почему. Вместе с Путиным этот путинизм тоже должен уйти. Но он уйдет только в том случае, если вот эта страна, которая представляет Путин, она трансформируется в какое-то другое государственное образование. И иначе никаких изменений ни в этом обществе от смены власти не произойдет. Нужно изменить на ментальном уровне вот эту массу, которая заражена имперской бациллой, которую Джохар охарактеризовал как русизм. Также я читал ваше заявление по поводу того, что вы говорите, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки могли не допустить этой войны, могли ее остановить на второй день, на третий и даже сегодня могут. Это ваши слова. Конечно же, возникает вопрос, если может, почему не делают этого? Как вы считаете? Мое мнение как раз-таки исходит из того, что чем дольше война будет длиться, тем больше возможностей демонтировать вот это самое государство, о котором мы с вами говорили. Потому что, мне кажется, все идет к тому, что будет учрежден военный трибунал, международный трибунал по Украине, по военным преступлениям, совершенным в Украине. И вот этот процесс, он будет рассматривать обвинения вернее, будут рассматривать преступления не только совершенные в самой Украине, но совершенные и в самой России. Я имею в виду взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске и другие теракты. Этот же Норд-Ост, этот же Беслан. За этими терактами, за всеми крупными терактами стояли российские спецслужбы. И мы сможем это доказать. И мы докажем это. У нас есть доказательства этому. И поэтому вот учреждение международного трибунала, оно повлечет за собой точно такую же трансформацию этого государства, российского государства, как это произошло с Югославией. Я думаю, что до тех пор, вот эти 20 лет, и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, и все люди доброй воли ждали от России, что она станет нормальным правовым государством. Но уже последняя акция Путина о том, что он готовился к этой войне, все понимали. И американцы знали это, и Европейский Союз знал, соответствующие разведки знали. Но я должен сказать, что я до последнего дня был одним из тех, который говорил, что нет, Путин на это не пойдет. Потому что это было безумие. Делать то, что Путин сделал, не иди он. Нет, если бы не было бы 2008 года Грузии, аннексия этих территорий, которые ничего абсолютно Путину не дало в личном отношении. Не было бы Крыма, 2014 год, ЛНР, ДНР. Путин на самом деле, он был принят западными политиками как человек, который уже до конца своих дней будет находиться в Кремле. И с этой мыслью все привыкли. И думали, что он в какой-то части даже полезно иметь такого человека, как Путин, который может регулировать ситуацию внутри этой страны, не подыгрывать вот этим низменным инстинктам российского общества, которое заражено имперской бациллой, что он как бы контролирует эту ситуацию. И на первом этапе он так себя и показал. Это в вопросе война, когда была
перед тем, как начать войну в Ираке, вы помните, которые коммунисты организовывали массовые митинги против начала агрессии американцев и англичан. А Путин в это время начал лавировать между коммунистами и между Саддамом Хусейном и между американцами и англичанами. Но он очень был заинтересован, чтобы американцы пошли на эту агрессию. Чтобы это происходило именно на фоне, тогда шла война с Чечней. И Путину очень важно было заручиться в качестве союзников в лице американцев и англичан. То есть все международное сообщество, которое внимание было бы переведено в Ирак, и чеченская тема оставалась бы на угоду Путину именно в его комментариях, как он это зафиксировал, что он ведет войну в Чечне не с чеченским народом, а с международным терроризмом. И в этот период международное сообщество ему поверило. И вот вы помните вопрос «Who is Mr. Putin?», который был в начале, якобы они нашли на этот вопрос ответ, и Буш его озвучил, что он, взглянув в глаза Путину, ему поверил его искренность, что с ним можно иметь дело. Вот так и было до 2007 года, пока до его мюнхенской речи, и когда конкретно, уже будучи не президентом, но боясь, что Дмитрий Медведев может повести какую-то другую политику отношения российского государства и отношения к России, к остальному миру, он его запачкал, он заставил и вынудил его совершить агрессию против Грузии. И вот с этого времени миру стало понятно, что Путин очень опасен. Но и в то же время они вели политику умиротворения. До 2014 года вели политику умиротворения. И даже после 2014 года продолжали вести эту же политику умиротворения, вынудив Украину пойти на так называемые Минские соглашения, в надежде на то, что это может остановить Путина. Но полное непонимание, что с этим человеком происходило, привело к тому, что случилось сегодня. И поэтому я уверен в том, что и точно так же, как мы с вами понимаем, что проблема не только в Путине, но и вот в этом обществе, и вот это общество, которое всегда апеллирует к тем вот таким, мы самая большая страна по территории, у нас самое много природных ресурсов, мы самые. Вот от этого самого и самые должны избавить это население, которое заселяет 8-ю часть света. И я думаю, что сегодня и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, и другие западные страны, поддерживая в войне против России Украину, добиваются того, чтобы в последующем демонтировать эту страну, чтобы она трансформировалась в какое-то другое государственное образование. Но за этот демонтаж приходится платить Украине. А цена этого невысокая. К большому сожалению, очень высокая цена. Но дело в том, что ответственность за это лежит не на Соединенных Штатах Америки, не на Европейском Союзе, а лежит на Путине и на России. Поэтому они они делали все и делают все, чтобы остановить. И Путина, они четко понимают, можно остановить не уговорами, а давая ему жесткий отпор. А вот последние моменты, которые, к большому сожалению, я не знаю, насколько об этом можно говорить, но сегодня вот его угрозы применения ядерного оружия, я думаю, это одно из тех основных пунктов, основных моментов для всего международного сообщества, что с этой страной нужно что-то сделать. Что с этой ядерной державой, которая позволяет себе шантажировать весь мир, что с этой страной надо что-то делать. И я думаю, что это произойдет, и мы станем свидетелями этого. Но опять-таки вопрос возникает, господин
Ахмед, как вы говорите, начался процесс демонтажа как бы империи Путина, но время, сколько понадобится? И для Украины сейчас главный вопрос, как-то остановить эту агрессию. Как вы представляете, как можно этот вопрос решить? И опять-таки вопрос, в ближайшее время ожидается закончить эту войну? Так, я не думаю. Я хочу предупредить наших братьев-украинцев. Вот чувствуется вот такая победная эйфория у многих комментаторов, которые сейчас комментируют ситуацию Украины, особенно с последними такими заявлениями России, что они отводят войска от Киева, от этого направления. Это чисто тактический ход, по моему глубокому убеждению. Путин не намерен останавливать войну. И он его не остановит. Мы вначале об этом сказали, почему он не остановит. А вот то, что продолжается в Стамбуле так называемые переговоры, это тоже, в свою очередь, операция прикрытия. Как он назвал войну против Украины операцией, спецоперацией. А вот то, что в Стамбуле происходит, это операция прикрытия. Дело в том, что, чтобы меня не обвинили в том, что я призываю продолжать войну и тем самым способствую появлению многих новых и новых жертв. Нет, ни в коем случае. Я понимаю такую горячую фазу, военную фазу, военных действий, переговоры необходимы как инструмент для прекращения огня. Первые условия для переговоров – это должно стать прекращение огня. То есть никто никогда еще не вел переговоры, при этом продолжая убивать женщин, детей, стариков, разрушая города, разрушая всю инфраструктуру. И при этом, представьте себе, люди, которые заявляют о том, что они прибыли в Украину с одной целью – демилитаризации и денацификация, освобождают. И мы видим, что происходит в Буче, особенно сейчас, когда после их ухода появились последствия этой оккупации и этого освобождения украинского народа от фашизма. Мы видели эти фотографии, эти кадры. И я не понимаю, как на фоне вот этих чудовищных преступлений, которые совершает Россия, продолжать переговоры или говорить о том, что идут какие-то переговоры. Это не переговоры, Ливан, это операция прикрытия. Тем самым Путин еще предстает перед миром как респектабельный политик, который преследует в Украине какие-то политические цели, направленные на улучшение ситуации. А на самом деле он разрушает эту страну. И вот эти переговоры ему нужны только с одной целью, чтобы вот как ширма для прикрытия. Потому что все, я слушал Совет Безопасности ООН вчера, и они там выражают уверенность или они, комментируя эти переговоры, поддерживают этот так называемый политический процесс. Я задаю вопросом, что они в этом процессе, в этих двух операциях поддерживают? То, что русские сделали в Буче, или то, что сегодня Абрамович, которого включили в список как переговорщика, пытается спасти себя и свое с Путиным то состояние, которое они переправили на Запад. Абрамович на самом деле является кошельком Путина. И он у нас по нашему делу, который мы передали в Гаагу, он проходит как военный преступник, как соучастник военных преступлений, совершенных в Чечне, как ближайший сподвижник Путина и соратник Путина, который поддерживал его во всем. Не только он, и другие олигархи, которые были вовлечены в этот процесс, они все проходят в этом деле. Вот Абрамовичу это нужно. Он предстает как бы тоже как человек, который сегодня выступает за мир. Турции этот процесс опять-таки нужен. Турция выгадывает, потому что как страна нейтральная, которая выступает посредником переговоров между Украиной и Россией,
она освободила себя от санкций. То есть она не поддержала санкции против России, тем самым она сохранила свои экономические связи с Россией. Турции это тоже нужно. Вот я не понимаю только, зачем это нужно Украине. И Россия, я сказал, почему это нужно. Россия предстает вот при всем этом, она еще предстает как респектабельный политик, который ведет переговоры. А вот Украине это зачем нужно? И поддерживать вот эту ширму и прикрытие совершаемых преступлениях Путина в Украине. Вот это мне непонятно. То есть, исходя из ваших слов, господин Ахмед, получается, что не военным путем эту войну не остановить. Я абсолютно уверен в этом. Я абсолютно в этом уверен. Политического решения этот конфликт не имеет до тех пор, пока Путин будет находиться у власти. Пока Путин будет находиться в Кремле. Ну, я еще раз говорю, если он умрет, если кто-нибудь его пристрелит, тогда будет уже процесс, именно политический процесс, который, за которым пойдут уже не только санкции, а расследование и привлечение к уголовной ответственности совершивших преступления против украинцев. И этот процесс будет при жизни Путина или после его смерти, но этот процесс будет, я в этом абсолютно уверен. А также, конечно же, хочу спросить по Грузии, то есть несколько вопросов. Как вы оцениваете позицию правительства Грузии по вопросу войны и на то, что Тбилиси не собирается присоединяться к санкциям против России? Это говорит о несамостоятельности Грузии на самом деле, к большому сожалению. Я думаю, что в последующем и президент Грузии, она должна каким-то образом прокомментировать, хотя сегодня в грузинской властной иерархии президент, он немного, и полномочия у нее не такие, какие были раньше. Но при всем этом это представительная власть грузинская, политическая представительная власть, и они должны четко заявить о своей позиции, хотя бы тем самым немного попытаться выгородить Грузию вот этой очень неприличной, не свойственной для Кавказа ситуации. И на самом деле позиция политического руководства Грузии, она очень сильно отличается от позиции грузинского народа. И я уверен, что и украинцы, и другие международные институты именно обратили на это внимание. Потому что грузинский народ, он всецело поддерживает украинцев и солидарен с ними. А вот политическое руководство Грузии, не знаю, чем они связаны и чем они обязаны Путину, они как-то пытаются сохранить нейтралитет. Но в данном случае нейтралитет сохранить не удастся никому, потому что каждый день будут передаваться все страшнее и страшнее факты о преступлениях, совершаемых Россией в Украине. И поэтому оставаться равнодушным к этому, это значит не совсем благовидно выставлять страну и народ, который находится под вашим контролем. Я имею в виду для властей политического руководства Грузии. Я также хочу спросить, вы не раз отмечали о том, что роль Грузии на Кавказе очень важен и много чего может сделать по этой направлению Грузия. Как вы в целом оцениваете политику нынешнего правительства Грузии по этому вопросу? И если есть у вас какие-то контакты с правительством Грузии? Ливан, я хочу быть откровенным с вами на самом деле. Я очень надеялся и всегда, вы знаете мою позицию очень давно по Грузии. Я очень люблю эту страну, люблю этот народ. И у меня очень много друзей в Грузии находится. Очень много друзей. Ну, кто-то сейчас умер, ну, кто-то еще есть. Но всегда я относился с большим уважением к этой стране. И я всегда считал и был уверен в том, что потому что сдача Кавказа России, она началась с Грузии,
И с освобождением Грузии я считал, что весь Кавказ будет освобождаться. И поэтому я считал, что свобода Грузии – это очень важно для всего Кавказа. Но, к большому сожалению, ваше руководство, политическое руководство, начиная с Шеварднадзе, вот после гибели Зиада Гамсахурди, они все заняли антикавказскую позицию очень во многих вопросах. Я объясню почему, в чем это выражалось. Гамсахурди – это был герой Кавказа. Да? Вы хотите что-то сказать? Да, в том числе правительство Саакашвили, потому что во время Михаила Саакашвили мы с вами не раз общались и делали интервью по Кавказу, то есть во время правительства Саакашвили была какая-то определенная, но более активная политика в направлении Северного Кавказа. Поэтому вы имеете в виду в том числе правительство Саакашвили? Да, к сожалению, в том числе и правительство Саакашвили. Я тогда не критиковал правительство Саакашвили, именно исходя из того, что он находился в конфронтации с Путиным. И моя критика в адрес Саакашвили тогда могло бы казаться, как бы я подыгрываю или подливаю воду на мельницу, нашу вражескую мельницу, путинскую мельницу. Поэтому я воздерживался. Сегодня я уверен, что и грузинский народ, и чеченский народ, у нас есть очень прекрасное будущее. И дружество, и дружба, и это у нас ни Саакашвили, ни я, ни Шамиль Басаев не могут разделить наши народы, разъединить и сделать нас народами, которые враждующие между собой. У нас это исторически идет и будет идти и продолжится. Но, к большому сожалению, Грузия, как политический лидер, не оправдал, в любом случае, мои надежды, я скажу, Леван. Я считал, что Грузия является лидером свободного демократического мира. Но Джохар Дудаев, первый президент Чечни, он оказался намного прозорливее. Он сказал еще в те годы, солнце свободы взойдет, солнце свободы Кавказа взойдет в Украине. Леван, я вас уверяю, вот после этой войны в Украине Кавказ на самом деле освободится. Я верю в это. Я также спросил, вы не ответили мне, с нынешним правительством Грузии есть какие-то контакты? Ливан, у меня нет никаких контактов с нынешним руководством Грузии. И причем давно нету. В общем, с самого начала и не было на самом деле. Потому что мы понимаем, кто сегодня управляет Грузией. И кто? К большому сожалению, люди, которые прислушиваются к Кремлю. Я не говорю, что реализовывают всю программу, но прислушиваются. Или из-за личных интересов, или же просто, чтобы не втягивать опять Грузию в какие-то проблемы. Это тоже какая-то политическая прозорливость или там попытка в любом случае сохраниться и сохранить нейтральную позицию во всех этих вопросах. Но не всегда это удается. И, к сожалению, вот на фоне того, что происходит в Украине, вряд ли можно сохранить себя как нейтральную страну. Мне кажется, это невозможно. Даже попыток не было, чтобы какие-то контакты налаживать с правительством Грузии. Я имею в виду, конечно же, с нынешним. Дело в том, что с нынешним не было, но до этих людей, еще при Саакашвили было. Вот, допустим, после аннексии территорий грузинских, Абхазии и Южной Осетии, я обратился к грузинскому руководству с просьбой, чтобы они передали ситуацию, потому что вот в чем было, я думаю, это будет интересно. В 2000 году Совет Европы, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, и там было указано, что любой член Совета Европы, стран Совета Европы, может подать на Россию в суд, Международный уголовный суд по чеченской трагедии. По чеченской трагедии. Если ситуация с Грузией, там, с нарушением прав, с преступлениями было еще как-то не совсем достаточно фактов, чтобы возбудить уголовное дело или привлечь Россию за военные преступления, то в Чечне эти факты уже имелись. И Грузия могла подать, как член Совета Европы, выполняя эту резолюцию, подать
на Россию суд за преступления, совершенные в Чечне. Я этот же вариант предлагал и украинцам, Я и помню, грузинам. вы во время интервью призывали Да, но, к государство. сожалению, Да. ну и письма писали. Но, к Да. сожалению, ничего подобного не произошло, Ливан. И поэтому я думаю, что обращаться к сегодняшним правителям, ну, я думаю, это вообще не имело смысла. Я поэтому... И в этом контексте хочу спросить, есть ли у вас контакты с правительством Украины? Есть, есть. И какого рода эти контакты? Ну, давайте мы не будем сейчас распространяться на эту тему в эфире. Ну, есть контакты, и я думаю, что они будут иметь развитие в будущем. И мой последний вопрос. Что бы вы сказали грузинскому народу и, конечно же, грузинскому правительству? Грузинскому правительству я бы хотел бы сказать, чтобы они не вели себя так, чтобы им завтра было стыдно. Вот в этот период, вот период войны против Украины, если люди, политики, которые занимают политические должности, и история спросит с них, какую позицию они заняли. Потому что после Украины будет второй Нюрнберг. Я не сомневаюсь в том, что будет международный трибунал. И вот там все эти вопросы будут затрагиваться. И позиции не только России, но и позиции государств, которые, какую позицию они занимали вот в этот период, в эту войну. Просто нужно уметь и иметь это в виду всегда, когда мы делаем какие-то политические заявления или заявляем о своем нейтралитете по этой трагедии. Поэтому нужно быть очень осторожным в этих вопросах. А грузинскому народу я желаю свободы. Этот народ заслуживает свободы. Этот народ будет свободным. И вы будете, и вы, и мы построим общий кавказский дом, как этого желали великие сыны Кавказа, Джиад Гамсахурдия и Джахар Дудай. Я в этом не сомневаюсь. И я очень хочу, чтобы это свершилось. Огромное спасибо. Я хочу поблагодарить вас за интервью, потому что, когда я обращаюсь к вам насчет интервью, вы мне никогда не говорите, то есть не отказываетесь. И я ценю такое отношение. Спасибо вам. Всего доброго, Леон. Всего доброго. До свидания.